Уважаемые жители республики, сегодня, к сожалению, не очень хорошее сообщение. Сейчас нахожусь в селе Грива, это Кайгородок. Здесь сегодня произошло возгорание в школе на щитке, входном щитке, электрощитке. И оттуда огонь очень быстро начал распространяться по пищеблоку, по помещениям производственных мастерских, учебных. И дальше, вот видите, у меня за спиной практически половина школы не смогли отстоять. Было очень быстрое распространение огня. При этом хочу сказать, что все службы сработали, в том числе МЧС, ГОЧС, сработали очень эффективно. Сейчас работает 5 пожарных машин, достаточное количество стволов, 26 человек расчет пожарный. Из положительного, школа из двух, буква П, сейчас левая часть, левая ножка сгорела, в правой ножке сейчас ее отстояли и среднюю часть. Основное это сейчас, конечно, то, что никто не пострадал, это самое главное. И детки, и все педагоги, и обслуживающий персонал, все абсолютно выведены были из школы. Второе. Школу сейчас посмотрели, ту часть, которая у нас сохранилась. У нее свой тепловой узел, свой ввод. Соответственно, мы имеем сейчас, несмотря на то, что в этой части идет еще локализация пожара, в той части у нас полностью школа теплая и со своим электрическим щитком. Сейчас провели рабочее совещание с руководителем муниципалитета, с директором школы, с руководителем сельского поселения. Понимание такое, что мы, во-первых, сохраняем режим работы школы, помещений, которые удалось сохранить, достаточно для того, чтобы организовать учебный процесс. При этом, конечно, я уже дал команду посмотреть подобные проекты школы на 40 мест с тем, чтобы как можно быстрее сейчас взять проект, привязать его и в самые кратчайшие сроки все-таки недостающую часть для того, чтобы был полноценный план занятий, построить. Пока по срокам непонятно, по срокам буду отдельно докладывать вам, но самое главное, еще раз повторяю, что школу мы сохраняем, и детей возить не нужно. Дети будут учиться во второй половине школы, которая у нас сохранена. Идут, вы видите, у меня за спиной идет активная работа пожарных, сейчас идет активная работа по локализации. Эта правая сторона, если смотреть от меня, то она защищена специальной перегородкой каменной, кирпичной. И сейчас основная работа спасателей пожарных с тем, чтобы локализовать огонь именно в левой части и дальше не дать распространяться ему. Руководитель здесь пожаротушения говорит, что они с этой работой справятся. Будем считать, что действительно они понимают, что делают, профессиональные. И еще раз они подтвердили, что достаточно и техники, вода есть, вода качается напрямую с водозабора, поэтому и воды для пожаротушения, техники и людей достаточно. Завтра еще вас проинформирую, уважаемые жители республики, о том, как мы дальше видим работу и строительство здесь в селе Грива школы. Но, повторяю, та часть школы, которая сохранена, достаточно для того, чтобы учебный процесс продолжить. Учебный процесс у детей прерван не будет. Еще хочу подчеркнуть, что в этой школе за последние 3 года были вложения более 4 миллионов рублей. Этого было более чем достаточно для того, чтобы поменять электропроводку, поменять окна, укрепить фундамент, утеплить школу. То есть школа на самом деле в очень хорошем состоянии. И мы сейчас посмотрели ту часть, которая сохранена, там тепло, светло, очень хорошие стеклопакеты стоят. То есть на самом деле, школе еще служить и служить, но к сожалению, все-таки произошло возгорание. На этом у меня все. До следующей встречи. Всего вам самого доброго.